Осень 1919 года в Ферганской долине выдалась горячей. После разгрома советскими властями Коканской автономии весь край охватили повстанческие волнения. Декреты большевиков о национализации имущества, об изъятии зерна и хлеба взбудоражили население, как коренное мусульманское, так и русских переселенцев. В начале сентября 1919 года объединенная повстанческая армия под командованием Курбаши Мадамин-бека и полковника Константина Монстрова нанесла ряд крупных поражений Красной армии, за месяц захватив практически всю долину. Большевикам пришлось перебрасывать в Фергану хорошо вооруженный Казанский полк с Закаспийского фронта. Под Андижаном армия повстанцев была разбита. Большевики вновь захватили города Ош и Джалалабад. Полковник Монстров вместе с Мадамин-беком и остатками своего войска скрылись в горах Алая, в крепости Гульча, где начали вынашивать планы по дальнейшей борьбе с советской властью. Китай, Кашгар – крупный город в Синьцзяне, русское консульство. Здесь укрывались бежавшие из России офицеры царской армии и белые мигранты. Российский консул Александр Успенский получает депешу о разгроме в Фергане крестьянской армии и немедленно выезжает на границу. В селении Иркиштам проходит совещание с участием консула Мадамина и Монстрова. Успенский обещает поддержку. Здесь же принято решение о создании временного ферганского правительства. Однако возглавил его уже не Монстров, а сам Мадамин-бек. Позиции русского полковника были уже не те. Потеря почти всей крестьянской армии значительно принизила его авторитет и значение. Константин Монстров становится заместителем Мадамина и исполняет обязанности министра иностранных дел. В состав Временного правительства вошли также военный министр генерал Алексей Муханов, министр внутренних дел, известный в Фергане адвокат Менцберг, министр финансов, влиятельный торговец хлопком Хакимжан Азизханов. В составе правительства были курбаши других отрядов, белогвардейские офицеры из штаба Монстрова, мусульманское духовенство и лидеры местного масштаба. Временное правительство Ферганы собирает армию, уже не столь внушительную, как бывшая крестьянская, но вполне боеспособную. В ее состав входят остатки армии Монстрова, отряды Мадамина и других курбаши. Сам Монстров тяжело переживал и разгром, и потерю авторитета, совершал попытки вернуть прежнее влияние. Направил сына своего ближайшего соратника, генерала Алексея Муханова, в Кашгар на переговоры с британским консулом Эдертоном. Тот пообещал поддержку, но крайне уклончиво, начал затяжную переписку с Лондоном. Реального результата в итоге миссия не принесла. Другому соратнику, Сулейману Кучукову, Монстров поручает формирование каракыргызского полка. Кучуков выполняет этот приказ, но затем дает понять, что его отряды сохранят независимость от Монстрова и будут придерживаться собственной политики. Мадамин-бек тем временем уже вел переговоры с афганским эмиром и английской миссией в Кашгаре, не подпуская к ним Монстрова. Бывший друг и соратник был отодвинут даже не на второй, а на третий план. Внутри повстанческого лагеря умело работали большевистские агенты, усиливая внутренний раскол. Через российского консула в Кашгаре Монстров пытался выбраться из Средней Азии к Колчаку или Деникину, но поскольку белогвардейские армии уже находились в отступлении, попытки эти не увенчались успехом. Великобритания отказала в убежище для Монстрова и части его войск, а официальные китайские власти обстреляли их при попытке пересечения границы. Вскоре Монстров, осознав безвыходность своего положения, вступил в тайные переговоры с представителями советской власти о своей сдаче. Историк Иван Фукалов. Бывший грозный командарм, сотрясавший Фергану, теперь уже просто искал выход из сложившейся ситуации. И выход этот оказался совсем не таким героическим. Перед нами встал вопрос, должны ли мы, имеем ли мы право продолжать борьбу с оружием в руках. Этот вопрос мой отряд, на разрешение которого я его поставил, решил отрицательно, и было решено перейти с оружием в руках на сторону советской власти. Константин Монстров из протокола допроса в НКВД.
Монстров начинает тайные переговоры с красными. И здесь тоже все идет не так, как хотелось бы ему. Большевики к этому моменту уже значительно усилились. В Сибири был разгромлен и арестован адмирал Колчак, опора и надежда белого движения в Туркестане. Разбита армия атамана Дутова, сам он бежал в Китай. Часть освободившихся красных полков оттуда была направлена в Фергану. Образован Туркестанский фронт, возглавил его Михаил Фрунзе. Советские власти в Москве также начинают вплотную заниматься ситуацией в Средней Азии. А потому вооруженные, но неблагонадежные крестьянские отряды Монстрова большевикам уже были не нужны. Монстров получает ультиматум – сдать оружие и самим сдаться в плен. Командарм в порыве гнева отказался. Однако сами большевики применили привычную уже тактику по расколу повстанческих движений. Они сообщили Мадамин-беку о секретных переговорах Монстрова. Монстров вел переговоры с нами по секрету от Мадамина. Мы же решили сделать так, чтобы Мадамин как можно скорее узнал об этих переговорах. С этой целью мы решили как среди русских, так и среди коренного населения всякими способами разглашать о том, что ведем переговоры с Монстровым о сдаче остатков крестьянской армии и что через несколько дней он сдастся. Из воспоминаний красного командира Петра Алексеенкова. Мадамин-бек поддался на эту провокацию, пришел в бешенство и начал преследование отрядов крестьянской армии. Завязался бой между двумя былыми друзьями. Монстрову и офицерам его штаба удалось все же бежать и уже без каких-либо требований и ультиматумов сдаться красным властям Ферганы. Впрочем, перед этим он успел направить теплое письмо в адрес штаба Туркестанского фронта Красной армии. Из сведений, поступающих к нам от разных лиц, усматривается, что советская власть за последнее время круто изменила приемы управления страной. Таким образом, теперь советская власть устранила те причины, которые заставили крестьян выступить с оружием в руках. И если теперь власть стала на этот путь, я не считаю себя вправе продолжать войну. 17 января 1920 года Константин Иванович уже без полковничьих погон прибыл в Ташкент и сдался в обмен на гарантии сохранения ему жизни и свободы. Гарантии он получил, дал показания, рассказал в деталях о действиях своего бывшего друга Мадамина, после чего немедленно был поставлен к стенке и расстрелян. Слово своего большевики не сдержали. Впрочем, по другим сведениям, Монстров не был казнен, получил тюремный срок, освободившись, уехал в Балагое, работал там агрономом, снова был арестован в 1931 году и умер в заключении. Трагичной оказалась судьба эмира Мадамина. Помощь из-за границы он все-таки получил и довольно быстро собрал новое войско в 7000 сабель. И до конца зимы 2020 года будоражил набегами красных. В марте попал в окружение, начал вести переговоры и тоже в итоге перешел на сторону советской власти с остатками разбитой армии. Именно тогда появилось новое понятие – «красные басмачи». 20 марта 1920 года в Фергане проходит исторический военный парад, сохранивший вот это документальное фото. Мадамин-бек во главе колонны, а рядом с ним командующий Туркестанским фронтом Михаил Фрунзе. Мадамину поручили провести переговоры и склонить на сторону красных других повстанческих лидеров. Однако большевики явно не доверяли бывшему Курбаши. Мадамин-бек признавал советскую власть и обязался быть ее верным слугой, но при условии, что в республике восстанавливается действие шариата, что повстанческая армия, войдя в состав Красной армии, дислоцируется целиком в Намангане и не может быть отправлена за пределы Ферганской долины, и что русские, которые были среди повстанцев, получат амнистию. Ученый-историк Сергей Абашин. Однако большевики не сдержали этих обещаний, и Мадамин, уже будучи в составе Красной армии, тайно вел подготовку к своему уходу и новому восстанию. Это его и погубило. Из заключения комиссии в ЦИК РСФСР в Фергане: не подлежит сомнению, что штабом Мадамина подготовляется вооруженное восстание в Ферганской области, сообща с остальными оперирующими здесь шайками разбойников Куршермата, Алаяра, Халхаджи и других.
Мадамин не был арестован. Все сложилось гораздо хуже. В кишлаке Вуадиль на встрече с другим влиятельным лидером Куршерматом ему просто отрезали голову. Большевики свалили убийство на басмачей. Сами курбаши позже рассказывали, что гибель Мадамина была умело подстроена красными командирами и реализована их агентами в повстанческом лагере. Борьбу с советской властью повстанцы вели еще несколько лет, но успехом она не увенчалась. К середине 20-х годов Красная армия полностью захватила Фергану. В советской истории их называли басмачами, налетчиками, приписывали им черты разбойников и бандитов. После развала Союза начался медленный и сложный процесс переосмысления прошлого, изучения новых источников и архивов. Сегодня в понимании современных историков складывается иная картина. Повстанческие движения Ферганы и других регионов Туркестана связываются с стремлением коренного населения к самоопределению. Право на создание собственного государства было заложено в Декларации прав народов, подписанной Лениным в 1917 году. Однако реализовать это право большевики так и не позволили.